как будто я что-то не закончил здесь. И вы отказываетесь? Мир балета — это как, знаете, как банка со змеями. Всегда есть лучше тебя, но никогда нету такого, как ты. Спектакль личности Миллигана показали ровно за день до теракта. Да, надоела мне уже балетная тема эта вся. Ты не танцуешь, и ты никому не нужен. О чем я мечтаю, это вот, чтобы я сыграл в кино не про балет. Если бы не эти люди, как бы, я бы, наверное, уже уехал бы. Для меня это как вызов. Поэтому, когда Том Круз умеет все, и я такой думаю, а я не умею, ребятки, поехали учиться. Всем привет! Это передача «Маршрутка» и я ее ведущая Талия Тухватуллина. На нашем проекте приглашенные гости, известные вам личности, показывают свои любимые места, улицы, здания, одним словом, свой любимый маршрут по городу. Ну что ж, давайте вместе отправимся в небольшое путешествие и поближе познакомимся с нашим сегодняшним гостем. Сегодня у нас в гостях заслуженный артист Республики Татарстан, премьер Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, современный Рудольф Нуриев, а также актер кино Олег Ивенко. Здравствуйте. Очень приятно, очень приятно. Как дела у вас? Хорошо, пол сил, энергии. Хотя у вас сейчас очень плотно по графику. Очень Мы еле-еле втиснулись в него. Да, мой выходной день, зритель, цени это. Наша передача называется «Маршрутка», и наши гости показывают свои любимые места по городу. И первое место, которое вы выбрали, это Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля считается одним из крупнейших театров России. Здание театра построилось в 1936 году по проекту архитектора Скворцова. В 1948 году архитектор Гайнутдинов внес изменения в фасады и интерьеры здания, объединив античный узор и элементы прикладного искусства татарского народа в стиле советского неоклассицизма. На полукруглых фасадах были установлены памятники Пушкина и Тукая. Сначала он был назван Татарским государственным театром оперы и балета, только в 1956 году ему присвоили имя Мусы Джалиля. Конечно же, это место очевидно, почему вы выбрали, но все же расскажите, чем вам так дорог наш театр? В общем, 15 лет назад, когда я сюда приехал, начал работать здесь. Здесь, в этом городе, был, наверное, самое красивое здание — это театр оперы и балета. Потому даже что сейчас оно, наверное, да, может соревноваться. Ничего другого, как бы моя мама, когда приехала, она не понимала, почему ты выбрал, говорит, этот город. Я говорю, подожди, мам, я в него верю. Вот, но и по сей день это остается одним из самых красивых зданий в городе. И, естественно, я здесь работаю уже 15 лет в этом театре. И для меня, естественно, это здание одно из самых-самых важных, потому что здесь я провожу свое лучшее время, тогда, когда я танцую, радую зрителя. Это здание, конечно же, оно для меня самое ценное в этом городе. Ну, после вот этого. Да, про это здание тоже нельзя забывать. Вот это важное здание, да. А вы поступаете в Белорусский музыкальный колледж. Хореографический колледж. Поступаю в Белорусский хореографический, да. Но музыкальный тоже мог. В общем, да, я поступаю в Белорусский хореографический колледж в 15 лет, где я продолжаю учиться в течение 4 лет. И в конце 4-летнего обучения, то есть я получаю множество приглашений, порядка 10 приглашений, и одно из них это был Казанский театр оперы и балета. Вот. Но также у меня была Венская опера, одно из таких самых мощных предложений, которое было. Вот. И потом все меня спрашивают, почему ты отказал Венской опере? Я говорю, ребята, я не знаю, говорю, но так совпало. Ну, потому что я хотел работать в России, а Казань это была единственное, наверное, приглашение из России, которое я хотел получить, и я как-то остановился на этом выборе. Да, у меня как раз-таки в связи с этим был вопрос. Вы выбираете Казань, хотя есть множество заграничных предложений. Конечно же, вопрос, который вам часто задают, почему Казань? Но я хочу немного по-другому сформулировать вопрос. Не пожалели ли вы, вот сейчас уже смотря, оборачиваясь, тем более начиная с ковида у нас, закрыты были границы, и сейчас тоже с выездами тяжело. Может быть, вот именно в связи с этим у вас были мысли, что, возможно, тогда нужно было поступить немного по-другому, пойти по другому пути? Если брать время с 20 по 24, есть сложности очень сильные. Почему? Потому что, конечно же, это пандемия. Очень много проектов у меня посрывалось. Такие там, допустим, я должен был быть
официальным, так скажем, лицом нового клипа Тома Уокера на его новый альбом. С Universal Music мы подписали контракт, все сорвалось, да. Потом я должен был быть в новом фильме про Джон Уик, тоже все сорвалось. И то есть как бы вот такие вот вещи, конечно, тебя расстраивают. Но в 22 году у меня было приглашение в Римскую оперу, когда я должен был быть премьером театра оперы и балета в Римской опере, и у меня был выбор. Либо я уезжаю, забираю полностью всю свою семью, и как бы я еду работать. И вы отказываетесь? Я отказался, потому что, во-первых, я привез сюда своих родителей, они жили у меня здесь, на данный момент они с братом у меня живут в Канаде, вот, они жили у меня здесь 2 года, то есть у меня там жена, дочь, естественно, вся нагрузка, все это на мне, я стараюсь это все правильно вывозить, но я понимаю, что как будто я что-то не закончил здесь, как будто есть что-то, что надо закончить. В плане карьеры? В плане карьеры, в плане каких-то, возможно, новых открытий или новых представлений, вот что-то я не закончил. На самом деле, я, готовясь к этому интервью, посмотрела множество других интервью, прочитала, и у меня убеждение, что вы по духу и по характеру абсолютно спортивный человек. Ну да. Я не могу поверить, что какие-то вот бытовые вопросы в плане там перевозки семьи и так далее могли противоречить этому переезду. Мне кажется, в этом случае вы бы точно что-то решили. Но если бы, допустим, был один, мне кажется, что да, конечно же, я бы, наверное, уже поехал. Я бы уже был там. Но я не знаю, как было бы там. Потому что это опять как бы балет, а от балета я чуть надоела мне уже балетная тема эта вся, понимаете? Когда, знаете, когда история, допустим, когда вы играете в какую-то игру, и вы практически ее завершили, эту игру, как бы все уже вроде бы закончилось, но а ты еще как бы продолжаешь играть в эту игру. И вот это мое сейчас состояние, когда я продолжаю еще играть в эту игру, но планка уже другая. И как раз-таки, когда вы выбираете театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, вы аргументируете это тем, что все же самый сильный балет, самая сильная школа балета, она русская, российская. Да. Сейчас вы считаете так же? Сейчас я думаю, что сейчас вся Европа скучает по российским танцовщикам, это во-первых, потому что у нас все равно есть свой дух, своя харизма, когда мы выходим на сцену, зритель это замечает, и зритель хочет это видеть. Сейчас возможность для других танцевать, понимаете, там Казахстан, там вот те актеры, те танцовщики. Для них открыт путь. Для них сейчас открыт путь, они там наслаждаются, сейчас ездят. Я думаю, ребята, ездите, пожалуйста, да. А какие у вас амбиции именно в этом театре? То есть вы уже премьер, это, казалось бы, высшая точка. У вас все главные роли. Какие амбиции? Ну, для меня сейчас отдушина это какая? Когда я выхожу, допустим, на сцену, и я привношу что-то новое в партию, это раз. Во-вторых, есть фестиваль современной хореографии, это 2. Это все, что касается театра, допустим, да? Но также, вот, наверное, я бы еще думал бы насчет этого театра, если бы не Ирада Хафизяна, которая помогает, и директор Рафаэль Сабирович. То есть, если бы не эти люди, как бы, я бы, наверное, уже уехал бы. Поговорим про фестиваль. Давайте. На самом деле у меня существовала такая мысль, такое мнение, что артисты балета, они относятся немного брезгливо и немного с пренебрежением к современной хореографии, потому что то же самое, что и опера, балет – это высшая степень искусства, это высокое искусство, доступное не всем артистам и доступное не всем зрителям, это понятно. А вы создаете свой фестиваль, и фестиваль современной хореографии. Говорит ли это уже о каком-то вашем переходе больше в сторону современной хореографии? Почему это направление? Ну, современная хореография, она, во-первых, у нас не развита. В Татарстане, то есть это просто она -0. Настолько? Настолько. Я начал это потихонечку исправлять в течение уже 7 лет, чтобы это все как-то поднялось. Я начал приглашать современных хореографов, еще что-то. Ну, театр оперы и балета тоже это делает. Они зовут театр Бориса Эйхмана, они звали театр Дортмунд балет и еще что-то. Они приглашают на фестиваль новые имена и новые постановки тоже приезжают. Но наш зритель пока к этому не привык. К современной хореографии? Да. Именно к современной хореографии. Поэтому для них это немножко чуждо. Но мне кажется, это больше про зрителя конкретно этого театра. Ну то да. Есть, все-таки... В Питере, допустим, в Питере, в Москве нет, они любят. Они понимают, они уже, можно сказать, выучены. Допустим, есть театр Станиславского, где они базируются практически только на современной хореографии.
В Большом театре там уже нету такого. Ну, я и про Казань говорю. То есть люди, которые ходят в наш театр оперы и балета, это абсолютно иная категория людей. Да. Это свой какой-то круг. Да. Который... 50 плюс. Да, в большинстве случаев это взрослая аудитория, Да. но те, которые любят именно это высокое искусство, оперы, балет, и, возможно, где-то за пределами, мне кажется, у нас есть интерес к современной хореографии. Нет, я думаю, что в любом случае оно есть. И это даже зритель говорит, когда приходит на спектакль. То есть на те постановки, которые мы вот стараемся ставить, то, что показываем, зал-то полный. Это значит о том, что людям интересно посмотреть что-то новое. Вот это самое важное. Посыл такой, что мы с молодыми ребятами, амбициозными, которые готовы горы свернуть для того, чтобы показать новый спектакль и новые идеи, готовы открыть рамки другого мира для зрителя, современного мира. Мы с коллегами на работе ждали этот спектакль. Я была в позапрошлом году, кажется, сама. Первая часть. Да. У меня коллеги хотели попасть, ждут, пока эти билеты выйдут. Но, например, в афише театра их нет. Связано ли это как-то, не назову это, конечно, скандалом, это будет слишком громко, но с теми мыслями, которые высказывали касательно спектакля после как раз-таки первого показа? Это было до показа. Те мысли, которые были, это были до показа. Те проплаченные глубоко уважаемым одним человеком, которого я не буду называть, я знаю, кто это. Он не имеет отношения вообще в Казани. Вы уверены, что это... Меня слышишь? Вы уверены, что это было проплачено? Я знаю. Я просто знаю, мы потом раскопали это все. В общем, такая ситуация, что это все, когда только вышла афиша. Еще спектакль даже никто не видел. Никто не видел. А я почему-то помнила, что это было после. Это до. И никто не видел, и я кусочки ради хозяина отправлял, чтобы она понимала, что все нормально у нас. Там просто было настолько, что после показа я как раз-таки тоже хотела снимать сюжет. Я готовлю свой сюжет, соответственно, читаю, что пишут коллеги, что где пишут. И даже в телеграм-канале у нашего Раиса под каким-то постом классическим «Доброе утро» люди пишут про этот спектакль, просят его запретить. И я думаю, настолько... Да, это было очень странно, потому что никто не видел спектакль, и я почему люблю Ираду Хафизяну, еще раз говорю, потому что она прям просто костями стоит за то, что она понимает, что я не делаю ничего плохого. Я делаю действительно развивающий продукт. Но это было круто, потому что мы за 2 дня продали 700 билетов. То есть вот как только произошла вот эта скандальная история, за 2 дня просто они разлетелись вот так просто полетели. Сработало в обратную сторону. Да, и все наоборот такие, что там происходит? Надо сходить проверить. Пойду-ка я куплю эти билеты, да. Поэтому как бы спасибо. Ситуация такова, что когда зритель увидел этот спектакль, они поняли, что там ничего вообще нету. Почему сейчас нет в афише театра оперы и балета? Потому что это не театральный проект. Это все-таки независимый фестиваль. Помогал грант первый год, второй, третий год ничего не помогал, поэтому мы все делаем за свои... Вот в этом году у нас Татнефть, благотворительный фонд, нам помогал и помогает. Плюс Ирада Хафизяна, плюс директор, да, то есть все, они отдельно свои части, какие они могут, они помогают. Все то остальное я продюсер, как начинаю вывозить на себе и выстраивать всю систему. Сейчас уже 2 акта. Да. Вы об этом в более ранних интервью говорили, что это была ваша мечта, чтобы спектакль стал полноценным. Да. И также вы говорили, что вы мечтаете показать этот спектакль в других городах. Да. В России, в Дубае. Да. В Дубае был ли Не показ? только в Дубае, там я в Берлине еще хотел. В самом начале этот спектакль должен был быть в Берлине, потому что я сотрудничал с Берен Иглесиас Арт, но наступил ковид, и все замялось. То есть за границей пока еще не было показа? За границей нет, мы еще не вывозили этот спектакль. То есть сейчас мы только стараемся разговаривать, опять наводить вот эти вот мосты грамотные, потому что спектакль на самом деле получился очень дорогим. И чтобы его вывозить, нужно вообще, чтобы все совпало, так скажем, и вся финансовая часть, и артисты все смогли, чтобы не подставлять театр, и, была определенная пауза. Вот, допустим, сейчас мы уже были в Крокусе. Спектакль «Личности» Миллигана показали ровно за день до теракта. Да. Когда вы узнали про теракт, что вы... Конечно, нам всем было тяжело, но мне кажется, зная, что ты вот вчера был там же, это совсем по-другому ощущается и переосмысляется, в принципе, жизнь. Я вам так скажу, смотрите, у меня был такой мощный какой-то ангел-хранитель. Почему? Потому что в день спектакля утром у меня температура 38. Я отравился. Непонятно чем.
Во время того, как я ехал на площадку, меня врезается машина на такси. Мы не понимаем, что происходит, почему так. То есть меня максимально останавливает, чтобы я туда не ехал. Я все-таки доезжаю. То есть, во-первых, это было сложно договориться с Крокусом. Там вообще столько всего было. На самом деле, это для меня, знаете, как... Сейчас уже нормально, я уже проработал это все внутри себя, но раньше это была просто самая больная точка, о чем я не хотел разговаривать. Я просто вывез этот проект на своих плечах. Я научился, это опыт, просто бесценный опыт, но как бы теперь я понимаю, что нужно доделывать, так скажем. Я станцевал, еле станцевал, как бы все хорошо прошло, станцевали, и потом, когда мы приехали домой на следующий день, в 5 часов происходит вот эта ситуация, теракт. И потом, когда при всех выяснениях через ФСБ мы узнаем, что часть людей была на нашем спектакле, до спектакля, смотреть, сколько людей у нас в зале. То есть, а у нас была рассадка маленькая, на 1500 человек всего мы взяли там. И они увидели, что мало, им недостаточно этого. То есть, эта ситуация могла быть и в день вашего показа? Да. То есть именно как бы, когда ты вот это узнаешь, и ты говоришь спасибо большое, там, Боже, что ты взял деньгами, а не жизнью. Поэтому как бы пока что такая ситуация, что это было последнее выступление в Крокусе. Про Теслу. Давайте. Случится мировая премьера спектакля «Тесла». Да. Вы его еще не показывали, но вы про него уже несколько раз рассказывали. Да, я еще рассказывал это в конце того сезона. Да. То есть в ноябре, как только я делал пресс-релиз, так скажем, да, перед спектаклем, я сказал, что следующий спектакль – это про Никола Теслу. Это уже какая-то традиция, какая-то система выхода новых спектаклей. Получается, вы держите такой курс сейчас? Пока я держу такой курс. Посмотрим, что будет дальше. Пока все помогают, все поддерживают, находятся люди, которым это интересно и есть обратный отклик, я это делаю. Как только я этого не увижу, я сразу скажу, ребята, я не буду это делать. А немного про новый спектакль. Значит, это история про конфликт Томаса Эдисона и Никола Теслы, тогда, когда он открыл Никола Теслу для себя, Томас Эдисон, и тогда, как можно сказать, его подставил и бросил. Это вот конфликт двух гениальных инженеров, которые создали невообразимые вещи, и мы захотели показать это в балетном жанре, в таком современном. И вы это увидите вот только эксклюзивно 2 дня, потому что пока у нас дополнительных показов Тесла не намечается. Как раз про конфликт гениев. Распространенный миф, а может быть и не миф, про балетные взаимоотношения. Встречались ли вы вот с какими-то нехорошими проявлениями вот этой конкурентности? Но мир балета — это, как, знаете, как банка со змеями, и там мухи еще, и там тараканы, и еще кто-то, да, то есть здесь надо быть всегда, постоянно быть готовым к тому, что тебя хочет кто-то подставить. Если ты хочешь там выбраться в премьеры, там, да, в начале становления моей карьеры, то есть там, ну, и столько там не заговоров, но очень много там лишних слов. Ты не танцуешь, и ты никому не нужен. Вы достаточно резко можете высказаться, я вот смотрела и в других интервью, и касательно коллег. Я думаю, что вас, как минимум, из-за этого могут недолюбливать. К вам вообще... Вообще наплевать, если честно. Какое отношение? Если честно, мне все равно. Если ты приносишь людям пользу, какая разница, какой ценой ты принес? Главное, миссия в творчестве. Миссия не в творчестве, миссия в том, что ты доносишь до людей. Вот это. То есть не обязательно это должно быть творчество. Главное, то есть, как говорят, знаете, вот если говорить с точки зрения там духовности, то есть если ты нужен этому миру только тогда, когда ты приносишь пользу. Если ты приносишь пользу каким-то своим деянием, пожалуйста, типа существуй дальше, созидай, да, и процветай. Но если ты не будешь приносить пользу этому миру, ты вообще не нужен, тебя выплюнут туда на обочину, и ты просто там будешь. Доброта должна быть, я сам по себе добрый, но как только я вижу наглость со стороны оппонента, я включаю там Рудольфа Нуриева свою. Мне кажется, хотя я полный дилетант в этом, что парням в балете все же легче, потому что их значительно меньше в этой индустрии. Легче добиться успеха и легче, наверное, в какой-то конкуренции. Понятное дело, что своя конкуренция тоже есть, потому что
ты не единственный на этом поприще. Я не могу сказать, что им легче. Почему? Потому что, допустим, у меня совершенно другая ситуация была. Допустим, у меня минимальное количество физических данных, у меня хорошая координация, у меня есть харизма какая-то своя, у меня есть хороший прыжок, хорошее вращение, да? Гибкости нет. Там, да, а развернутые бедра имеется в виду, чтобы, знаете, ноги вот так летали там на шарнирах, как шаурма. Нет, ничего такого нету, и мне пришлось просто, стиснув зубы, всего этого добиваться. Вот благодаря характеру. Вот этот характер заложила мне Харьковская школа балетная, потом Минский хореографический колледж, вот, и театр. То есть я потому что тоже поднимался с кардебалета до солистов, до премьера. Тоже с нуля. Поэтому как бы каждый раз у меня было 3 этапа. 0 в Харькове, потом чего-то добился, думаешь, ага, потом обнулился опять в колледже, чего-то добился и опять обнулился здесь. Всегда есть лучше тебя, но никогда нету такого, как ты. Вот вы сейчас сказали, и часто до этого в интервью говорили, что у вас было мало каких-то физических данных. Возможно ли... Было и есть. Ну, вот, возможно ли это вообще без физических данных? Понятное дело, упорство, труд и все такое, но люди, приходя и в спорт, и в такое серьезное творчество, как балет, если не приспособлено твое тело, добьешься ли ты успеха? Я думаю, если характер есть, ты добьешься. Чем больше количество часов ты будешь уделять тому или иному виду деятельности, тем больше у тебя будет получаться. Все, только в этом секрет успеха. Профессиональная жизнь артистов балета, она короткая, и даже короче, чем у спортсменов. Что потом? Было ли в молодости какое-то такое осознание, что да, ты понимаешь, что это все не вечно? И как бы тебе не казалось, что ты сейчас на пике какой-то формы, и вроде бы ничего не случится? Ну, наверное, только благодаря вот этому осознанию я создал школу. Благодаря этому осознанию пришло после фильма, что надо делать фестиваль. Благодаря там, да, стечению обстоятельств кино, продолжение кино. То есть это все как-то, вы знаете, жизнь тебя подводит к тому, чтобы ты понимал, что это не вечно. К сожалению. Конечно, хотелось бы танцевать чем дольше, тем лучше, и желательно в твоей пиковой форме. Вот. Но чтобы достичь этой пиковой формы, поверьте, это столько сил надо делать. А сейчас как оцениваете свою форму? Вы, как считаете, вы уже прошли свой максимальный пик? Или... Мне кажется, вот я на данный момент сейчас здесь нахожусь. Вот с вами разговариваю, я чувствую, что вот, та осознанность, та физическая форма, та драматическая составляющая, которая на данный момент есть, мне кажется, это та лучшая версия меня, которая может быть. Вот мне так кажется. Потому что сейчас действительно та осознанность, та уверенность, тот бэкграунд, все вместе. В физическом плане? И в физическом плане. То есть я стал сильнее благодаря и той же травме. Допустим, 2 года назад я получил травму на съемках кино, у меня было колено прыгуна. Спортсмены меня поймут, что это такое. Это вот под чашечкой есть связка, которая не дает тебе сесть ниже, чем нужно. А у нас прыжки все через глубокое плие. То есть плие — это приседание вот такое. И ты, дальше носка, вот если вы так согнете коленку, если ты пойдешь дальше носка, раньше я не мог садиться, потому что это было очень больно. И я на такой травме танцевал. Каждый просто спектакль, репетицию, каждый день ты садишься, тебе больно, слезы. Не хочу даже вспоминать. Это просто, вот эти 2 года, это было что-то. То есть и благодаря просто врачам, каким-то практикам, физическим, каким-то уколам, знаете, поддержание своих ног в правильной форме, вот это только сейчас это дает свои плоды, что ты чувствуешь совершенно другое. Если бы я это знал в 20 лет, я до 70 танцую. Да, кстати, наверное, с возрастом это приходит осознанное отношение к своему телу и понимание того, что ты, что оно не вечно, и то, что это твой инструмент и твое отношение к нему. Это, понимаете, это не с возрастом приходит, это приходит из ряда событий травм. Вот если бы не травма, ты бы с этим не столкнулся, и ты бы дальше работал, как ты работал. А тут происходит травма, и ты должен искать какие-то новые пути развития. Вот и все. И вот ты находишь один путь, потом другая травма, другой путь, третья травма, третий путь. И каждый раз это наслоение опыта, оно дает уже определенные плоды твоей осознанности. Вот что это такое. Как вы оцениваете уровень татарстанского, казанского, разумеется, потому что у нас только в Казани балет, наверное, в той нужной степени представлен. Да. По России. Давайте сравнение. Топ.
в России. Вот если составить топ, на каком месте находится Казань? В пятерке. Я думаю, в пятерке. Кто обгоняет? Я думаю, что да, это Большой театр, Мариинский театр, Михайловский театр. Ага. Вот смотрите, есть Станиславский, Новосибирский, Казанский театр, они, наверное, на одном уровне. Вот эти три театра, они примерно на одном уровне идут. Лучше Михайловский идет на третьем месте, мне кажется. Дальше идет или Мариинский, или Большой театр. Они сейчас вот так скачут. То там лучше, то здесь лучше. Если вас пригласили в Мариинку или в Большой? Меня в Большой приглашали 2 раза. Почему отказались? Первый раз не отказался, а с течением обстоятельств была ситуация с Филиным и с кислотой. Потому что сам Филин звал нас с моей партнершей туда, 12-й год. И второй раз это был 16-й год, по-моему, или 17-й, я не помню. Тоже какое-то стечение обстоятельств. Что-то произошло, и видимо, жизнь так распорядилась, что не надо. Но вы бы согласились? Мы уже собрали чемодан. То есть, чтобы вы понимали, что они уже позвонили в наш театр к руководству, и руководство уже пошло, они поняли, что да, они забирают нас. Национально-культурный центр «Казань», сокращенно НКЦ, был создан в 1991 году и выполнял образовательные, музейно-просветительские и досугово-развлекательные функции. В 1996 году перед зданием НКЦ «Казань» была установлена 40-метровая стела свободы, скульптура женщины-птицы из татарской мифологии Хариат. В здании квартировались творческие коллективы Казанской государственной филармонии, такие как ансамбль танца «Казань», оркестр народных инструментов «Козан-Нура», Казанский государственный камерный оркестр. Сегодня в этом здании располагается обновленная Национальная библиотека Республики Татарстан. Мы на нашей второй точке, и это Национальная библиотека. Да. Интересный выбор места. Почему? Почему Национальная библиотека? Смотрите, здесь меня всегда интересовало вот это место, оно какое-то место силы для меня, энергетическое. Почему? Потому что, допустим, я сюда прихожу, я могу, у меня какая-то есть задача, что-то нужно решить, и я почему-то всегда иду в обход этого здания, дохожу до прекрасного вида, когда я вижу речку, когда я вижу второй берег. Я сюда прихожу, и я почему-то здесь нахожу решение на свои вопросы. Мы поменяли немного локацию, перешли в ваше место силы. Мое место силы, да. Может быть, тоже сейчас какие-то хорошие мысли. Хорошие ответы сейчас будут. Хорошие ответы. До этого были не очень, а сейчас пойдут просто замечательные. Ну что ж, перейдем к теме кино. Так. Это тоже сейчас достаточно важная для вас сфера. Вы снимаетесь только в зарубежных фильмах. Это первый фильм «Белый ворон» про Рудольфа Нуриева. И второй, который вышел в 24-м, фильм «Джейка». На первый фильм «Белый ворон» вы попали случайным образом, то есть это не какие-то поиски агентов, как это принято? Да, это было вообще случайно, потому что раньше доминировало, а одной из социальных сетей общения, это был ВКонтакте. И ВКонтакте мне написали, что делают кастинг на роль Рудольфа Нуриева, и меня хотят рассмотреть на эту роль. И над этим сообщением был кастинг на подтанцовку Бейонсе. Да. И самое прикольное, что эти 2 предложения, это было серьезно. Это же, блеф, это же вообще неправда. Но, как оказалось, это действительно вот так и есть. И меня это настолько поразило, что и то правда. Просто я это 2 сообщения удалил в спам, все, я забыл об этом на 2 недели, продолжаю жить своей балетной жизнью. И через 2 недели мне моя знакомая, она мне пишет: слушай, из Питера вообще, тебя хотят рассмотреть на роль Рудольфа Нуриева, дай мне свой мейл и телефон. А я такой понимаю, что, я же такое сообщение уже удалил. И через буквально 2 часа мне присылают еще раз сообщение ВКонтакте про Бейонсе с указанием своего мейла, роста, вот этого всего и видеозаписи. И я такой думаю, ладно, и там отправлю. Кастинг-директор приехала ко мне в Казань, она посмотрела мой спектакль, мы записали какую-то кинопробу здесь, в отеле. Я знаю, что на этих кинопробах я не очень Рейфу понравился в первый раз, то есть ему больше понравились другие ребята. Но все равно меня оставили в кандидатах. Но я знал, что там еще Сережа Полунин, и я был уверен, потому что продюсер «Белого ворона», она как киномама ему была.
То есть она о нем заботилась, и все были уверены, даже когда был шоу «Большой балет», были разговоры о этом фильме. И Сережа так говорил в интервью, даже там везде, что вот сейчас будут кино снимать про Рудольфа Нуриева, вроде бы я утвержден, но как бы там близко этого не было вообще. То есть это как бы продюсер, она ему уже пообещала. Но Рейф выбрал другого человека, потому что он не хотел, как бы, чтобы человек с такой репутацией, как у Сережи, был, ну, так скажем, главным персонажем его фильма. А Рудольф Нуриев для вас является ли каким-то кумиром, показателем? И в искусстве балета, условно говоря, в качестве танца, ну и, в принципе, в масштабах фигуры? Или вы бы назвали своим кумиром кого-то другого? Есть ли он вообще? Наверное, для меня, ну, вообще весь прошлый век русского танца — это уже такие личности, знаете, мэтры, как Владимир Викторович Васильев, там, Лавровский и тому подобное. Но два суперметра — это для меня, конечно же, это Нуриев и Барышников. Это два, во-первых, они друзья, то есть я когда там на премьере Михаил Барышников, то есть фильма, он мне, во-первых, он мне подсказывал, и Рейфу подсказывал, что лучше там сделать, и во-вторых, когда мы с ним пообщались, он говорит: приедешь ко мне в Нью-Йорк, я тебе такие истории расскажу про него, говорит, будешь в шоке. А сейчас вот, представляете, вот третий фильм, который будет, я буду с ним сниматься в одном фильме. То есть и для меня это как бы первая причина, почему я согласился, потому что там будет Барышников. И я как бы я сразу сказал. Новый фильм зарубежный. Да. Нуриев, он привнес очень много вообще нового. Это полупальцы, да, это трико, это как показать себя, а не только балерину. То есть он принес очень многое вообще в мир искусства. То есть это же грацию, пластику кошки, допустим, да, как на сцене. Это, говорит, такая, значит, кошачья там пластика, когда ты начинаешь двигаться. Вот, он принес очень много. И очень много ненужного тоже принес. Поэтому как бы здесь такой у него баланс прям был. Но он был точно неординарной личностью, за которой хотелось следить. И он действительно, наверное, про то, что партнер в танце — это не только тот, кто оттеняет красоту своей партнерши, а то, что... Но можно на него тоже посмотреть. То есть, как, знаете, как раньше там ты стоишь за партнершей, и ее видно, а он сделал вот так. То есть, чтобы партнерша здесь была, а здесь уже ты был. И он как бы специально раз выходил, я здесь, и как бы специально показать для зрителя, что вот есть еще и партнер, не забывайте про меня, да. Про второй фильм «Джойка». Смотрите, допустим, в первом фильме, да, там тоже, там, знаете, я про Нуриева, там, если говорить, сам Рэй Файнс, то есть он, это ж мой учитель по кино полностью всему. И он меня просто оберегал от всех, чтобы никто меня не трогал. Вот, чтобы вообще никто даже не прикасался ко мне, то есть только в помощь. А во втором фильме там уже Дайан Крюгер, за которой хотелось наблюдать, как она играет. И Талия Райдер, молодая актриса, которая просто выдавала невероятное. Интересно было то, что это ведущая снова роль в новом фильме, ведущая мужская роль. Задача в том, чтобы не растеряться и показать максимум. Все на английском, все сделать так, чтобы не было никаких вопросов к твоей игре. И потому что, когда ты едешь, естественно, на второй фильм, ты понимаешь, что у тебя есть определенный бэкграунд там, да, Нуриева, у тебя было очень много проб на другие там, фильмы, там, в том же Marvel, там, HBO Max, Netflix там, и тому подобное. И когда у тебя были пробы, и тебя не брали из-за там, какого-то там акцента или еще чего-то, да, то здесь тебя берут, потому что ты подходишь опять, и ведущая роль, это такой, так, надо собраться. Изначально вы случайным образом попадаете в кино, но сейчас уже как будто бы сами упорными какими-то шагами, как когда-то начинали в балете, прорубаете себе окно в мир большого кино. Но стараемся это делать, да. Сейчас просто меня утвердили на еще одно кино, но тоже без проб. Просто меня взяли и утвердили туда, потому что... По приглашению? Пригласили, да, в кино, меня утвердили. Что за фильм? Это фильм будет про... Американская история, будет сниматься тоже в Лос-Анджелесе, в Луизиане в следующей осенью с Михаилом Барышниковым, плюс Хиллари Свон, которая «Малышка на миллион» играла, вот она тоже должна сниматься в этом в кино. Вот. А я такой парень, как бы антагонист, так назовем, который разрушает все хорошие узы там, взаимоотношений и с любой ценой хочет вернуться на Олимп балетной карьеры. Фильм про балет. Да, это фильм про балет. А моим педагогом как раз будет Барышников. А есть ли какие-то амбиции, например, сняться в фильме уже не про балет, когда ты чисто уже показываешь свои актерские способности?
Очень, поверьте мне. Вот, о чем я мечтаю, это вот, чтобы я сыграл в кино не про балет. Меня больше всего мучает это ожидание, знаете. То пандемию ты ждал, теперь ты здесь ждешь. И так, как бы время идет, понимаете, 4-й год идет. И ты такой, сколько можно, как бы. Ну, кто-то всю жизнь идет к съемкам зарубежных фильмов. Возможно, да, но как бы здесь же ситуация другая. Ты теряешь свои такие драгоценные года, когда ты можешь, там, за эти года ты мог бы сняться там в 3-4 фильмах уже. 100%. Вот, если бы ты все, если все грамотно ты можешь сделать. Я не выбирал этот путь, да, то есть судьба так сделала, что я благодарен этому всему, что меня выбрали на роль Рудольфа Нуриева. Я проделал, на самом деле, я работал очень много, чтобы добиться этого всего. Мне это в кайф. Я получаю те же эмоции, которые я испытываю во время спектакля. А в качестве профессионализма вы считаете, что вы готовы к роли актера? Я думаю, Мне просто кажется, что вы перфекционист в том, за что вы беретесь. В балете, безусловно. И вот в актерстве тоже нет, не коробит ли это вас как-то каких-то смятений, не вызывает ли? Ну вот опять-таки язык. Вообще нет. Это же, смотрите, вот, допустим, для меня тоже показатель это Том Круз. Вот там, я не умел там долго плавать, я научился плавать. Это один плюс к актерскому мастерству. Допустим. Я не умел водить машину, я научился за 3 дня водить машину. Это плюс к актерскому мастерству. Я не умел играть на рояле, надо научиться, я научусь. Надо прыгнуть с парашюта, я научусь. То есть надо выучить английский так, чтобы это было прям хорошо, я это научусь делать, я найду людей, чтобы это сделать. Для меня это как вызов. Поэтому, когда Том Круз умеет все, и я такой думаю, а я не умею, ребятки, поехали учиться. Каждый раз я утром просыпаюсь, и я думаю, может быть, сегодня что-то будет. Может быть, что-то сегодня какой-то кастинг, может быть, что-то надо сегодня сделать на шажочек лучше. Если нет, то окей, я буду развиваться в чем-то другом. Я разовьюсь там английский, я там сделаю, там, может, запишусь на уметь летать на самолете или еще что-то. Это надо тоже, надо захотеть и этому научиться. Все, иди делай. Наша третья локация очень неожиданная, кстати, это теннисный корт. Да. И вам даже было не столь принципиально, какое. Да. Тут вы, наверное, хотели рассказать о своей любви к теннису. Нет, я люблю балет. И кино. Нет, я на самом деле уже около 4-5 лет занимаюсь теннисом. На любительском уровне играю, потому что как-то в один момент я захотел играть в теннис. И я нанял тренера, и это все начиналось вот в этом здании школы Шамиля Тарпищева. Случайным образом мы выбрали правильный корт, да, правильное место. Да, сейчас такие обновления здесь вообще происходят, но удивительно, что вот просто мне это очень нравится. Я смотрю теннисные матчи, я смотрю футбольные матчи, то есть все, что связано со спортом, для меня это очень близко, наверное, потому что, сила духа, характер, в общем, все в этом ключе. То есть и для меня вот это стало каким-то близким местом. Я начал заниматься 3 раза в неделю индивидуально с тренером. Сейчас тоже занимаетесь? Да, но не так уже активно, потому что я уже дошел до определенного там уровня, когда я уже могу играть просто с, так скажем, коллегами по цеху. И то есть уже не стыдно играть. То есть ты уже знаешь, ты уже умеешь правильно делать, наносить удары, принимать, подача. То есть ты уже играешь в удовольствие. А вот мне интересно с точки зрения строения тела. Можно ли вам заниматься спортом не в плане травмоопасности, а все равно, допустим, вы активно работаете рукой? Допустим, какая-то перекачка каких-то мышц может быть. И да нет. Нет никаких запретов? Нет, допустим, самый большой запрет это вот, допустим, лыжи, сноуборд, вот это все запрет, потому что там, не дай бог, ты не так упадешь, все, это для тебя чревато, и я отказался от этого вообще всего. Также вы семейный человек, у вас есть жена, она также балерина и маленькая дочка. Да. Как со временем, которое вы успеваете, не успеваете уделить семье? Не успеваю. Не успеваю, очень мало времени, к сожалению, уделяю, но когда есть хоть какая-то там 30 минут, там час 30, 30 минут это грубо, это вряд ли, вот, но час 30, вот я стараюсь хотя бы уделить. Вечером приезжаю, если есть время, вечером уже с ребенком, потому что в основном, естественно, мама или няня, или садик,
но это в любом случае сложно вот это все совместить и вот это все оставить, ну, как бы, несмотря на психологию свою, которую я там изучаю и люблю это, все равно есть момент, когда нужно как бы улучшаться, потому что время идет, нужно находить время и побыть вместе, а сейчас ребенок, это практически невозможно, поэтому надо все равно какие-то вещи. Это, короче, семейная жизнь — это компромиссы. Все, это единственное, что я понял. Просто компромисс. Не будет компромиссов, будет эго. Это эго разрушает семью. Зачем оно надо? То есть иногда я сам этим грешу, потому что в силу своего характера, но когда удается вот так вот сделать, там и с одной, и с другой стороны, все становится на свои места, и все нормально. И ваша жена также балерина? Ну да. Познакомились вы в театре? Получается так. Как-то атмосфера, она не добавляет ли лишних ненужных конфликтов, когда вы и дома вместе, и оба в творчестве, и оба, ну, люди, артисты, они все равно определенного склада характера? Угу. У меня прошлые отношения такие были, когда там два таких амбициозных там человека были там с одной сферы тоже, и вот это было, да, это другое, это было типа соперничество или что-то такое. А здесь немножко другое, потому что я сам поменялся, я пути развития нашел новые, да, то есть и как бы и она не лезет туда, куда не надо, я не лезу, куда мне не надо. Каких-то столкновений из-за работы не случается? А зачем? Ну, как бы это там другие уровни игры здесь уже, как бы у меня там один уровень игры, у нее другой уровень игры, то есть нету каких-то вот, ну, соприкасаний, наверное, вот так скажем. Театр она пока не планирует возвращаться, и я думаю, что, возможно, и не вернется. А нельзя ли сказать, что она положила свою карьеру на семью? Да, наверное, нет. Все равно, наверное, когда ты уходишь в декрет, да, ты можешь вернуться, но ты все равно упустил вот эти 2 года, когда карьера всего-то ничего, то 2 года они сказываются. Ну, это знаете, как, если бы, допустим, она была прима-балерина, то она, наверное, бы вернулась. А тут, когда она как бы в составе кардебалета, как бы, ну, и смысла нет, на самом деле. Там столько работы, и тем более молодежь сейчас пришла. То есть я не вижу в этом смысла. Я так и сказал. Говорю, я не вижу в этом смысла, то есть, ну... Она согласилась? Она сразу была согласна. То есть я думаю, что там на этом мы вместе сошлись. Я говорю, давай посмотрим на стечение обстоятельств, естественно, вообще как будет двигаться, но нежелательно. Ну и тем более есть ваша школа, где мы развиваем также, да, то есть уроки. Ты можешь, если хочешь, сама позанимайся также в этой школе. Если, ну, в основном она учит сейчас детей, особенно вот художественной гимнастике, особенно детей, которые стараются поступить в наше училище, и не только. Поэтому, да, она вот старается их как-то вдохновить и направить их на правильный путь. Ну и финальный наш опрос. Давайте. Кем или каким вы видите себя через 10 лет? Как раз-таки через 10 лет вам будет 40. 105. И это время балетной пенсии. Да. Здесь я вижу. Я вижу себя... Значит, я вижу море. Наверное, где-то Лос-Анджелес. И вы в это время? А я в это время вышел на завтрак на улицу. Ну, я не верю, что вы через 10 лет себя представляете отдыхающим у берега моря. Это ж только утро, а у меня день расписан с 11. А это 9 утра, поэтому утро у меня такое. Ну, я вижу, что я делаю много всего. В какой сфере? Скорее всего, где-то в киноиндустрии, где-то там. Вот. Но также, допустим, спектакли от меня я вижу, что тоже не ушли. Возможно, режиссура, кино тоже, может быть. Вот. Ну, я не вижу, что я разговариваю на этом языке. Вот это, что я хочу сказать, наверное, что я почему-то не вижу, что я разговариваю на этом языке, вот прям вот совсем. Но это, знаете как, прости господи, что такое говорю, вот только Бог располагает, что ты можешь делать дальше. То есть это я могу рассмешить сейчас вообще любого с тем, что я сейчас сказала. Это такая вот, пускай это будет как спектакль-комедия, которая закончится, когда камера выключится.
и пойдет дальше реальная жизнь, да, вот поэтому нельзя вообще ничего загадывать, нельзя свои мечты вообще кому-то рассказывать, делай потихоньку, молча, это то, что я выучил. В чем ваша философия жизни? Стараться быть честным по отношению к делу и по отношению к другим, не быть заносчивым, и когда у тебя все получается, идти тихонечко, продолжать дружить. Вот, наверное, вот так. У нас есть такая небольшая традиция, каждый наш гость оставляет подарок нашим телезрителям. Что дарите вы сегодня? Значит, смотрите, сюда я решил спрятать то, что будет у вас ассоциироваться с нашим фестивалем. Это мерч специально для вас. Здесь у вас будут шоперы, здесь у вас будут ручки, здесь у вас будет футболочка, здесь у вас будет брелочек. То есть это все то, что вы бы могли увидеть это в театре оперы и балета или купить, а я это сделал для вас все бесплатно. Поэтому вот эта коробочка специально для тебя. Но ты ее должен что? Да, если вы ее находите, то, пожалуйста, отправляйте фотографии в наши социальные сети, отмечайте Олега, отмечайте наш телеканал, чтобы мы точно знали, кто нашел этот подарок, увидели и порадовались за вас и за себя, что наш подарок найден. Где мы прячем подарок? Сзади нас теннисный корт, на котором мы только что были, спереди нас фонтан. И вот здесь есть такая скамейка, мы спрячем эту коробку сзади нее. Вы ее сможете там найти. Где-то здесь. Давайте сделаем сложнее. Вы должны найти эту коробку вот в этом периметре. Как найдете, пожалуйста, отмечайте всех нас и дайте нам знать. Спасибо вам за сегодняшний разговор, за сегодняшнюю прогулку. Спасибо Я вам. думаю, что стала немного умнее в сфере балета и кино, но и осуществила свою мечту взять у вас интервью. Здорово, спасибо большое, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо вам, дорогой зритель, что вы смотрите, поддерживаете телеканал и эту передачу, потому что мне кажется, что таких возможностей не всегда бывает много, и спасибо вам, что вы это делаете. Ну, а вы, дорогие зрители, пишите в комментариях, кого из артистов, политических деятелей, писателей, кого угодно еще вы хотели увидеть на этой передаче. Ну, а мы с вами прощаемся.